отсутствует, непонятно, где он вообще, в каком он состоянии. Камала Харрис не управляет, для нее интересы это не создает. Поэтому они понимают, украинцы, что далее нету никакой причины следовать явно пророссийским действиям со стороны Белого дома на их стороне. Это начиная там с Пригожина, да, вообще с самого начала этой войны уже было это понятно. И понимаю, что если придет Трамп, то он поможет, пока они воюют. Если придет Камала Харрис, то помощи никакой ждать не надо. Поэтому надо действовать самим. И вот такое асимметричное действие принять в, в действиях против России, так как Россия, конечно же, превосходящая сила войск и техники, и зайдя и перенеся, это было сделано и нами во время Второй мировой войны. Мы бомбили Токио, такой подполковник Дулитл, который сделал этот налет. Также, по-моему, даже и советские бомбили Германию в первые дни войны, как только напали. То есть показывать им, что, слушайте, война придет и к вам. Вы не думаете, что она вас обойдет стороной. Ну и показывает всему миру, что Украина готова, умеет и хочет воевать. Против России она не готова сдаваться, не готова отступать. Ну, и это понимает, конечно же, и боевой дух украинских войск. Так, спасибо за ваш ответ, хорошо. Вот смотрите, вот до сегодняшнего дня, как бы, вот до этих событий в Курской области, Запад четко, я всегда говорил, во главе, это западная коалиция, во главе Соединенными Штатами, четко заявляла, что на территории Российской Федерации никаких боевых действий не должно происходить, и оружие западное, которое поставляется союзниками во главе США, не должно применяться по территории Российской Федерации, кроме Крыма, потому что Крым является неотъемлемой частью украинского государства. Но, как мы знаем, там были замечены Брэдли, видимо, есть и Абрамсы, военной группировки, которая зашла на территорию Курской области. Несмотря на это, представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что Соединенные Штаты относятся с пониманием, если, конечно же, вооруженные силы Украины перешли границу Российской Федерации, проводят масштабную или локальную военную операцию. Они негласно поддержали. Не значит ли это, что американцы все-таки понимают ситуацию и дают такое добро, негласное украинцам, применяйте оружие, любое оружие, которое Запад вам предоставляет, и даже Соединенные Штаты. Делайте то, что вы хотите, главное, достигайте своих целей. Вот как вы на это отреагируете? Это периодически у нас было все время, а то говорили, нет, мы не против. Если вы используете, потом были против, использовать. И это все время туда-сюда ходило, не хотим эскалации, но можете использовать. А сейчас я думаю, что украинцы действовали без предупреждения или без спроса у Соединенных Штатов Америки и совершили, как я говорю, этот асимметричный удар на российской территории. Ну, а что могут сказать? Они используют такую израильскую тактику, лучше потом извиниться, чем просить разрешения. Разрешения никогда не получишь. А потом, если что, и Белый дом, что он может сказать? Теперь он может сказать, что они пошли против наших, Украина пошла против нашего разрешения. То есть Украина не суверенное государство, или оно действует только так, как мы диктуем, не даем им защищаться. Уже было ясно, по-моему, всем в мире, людям, что Украине не дают драться и держат завязанными руками за спиной, только занимать оборонительную позу. А все время стоять в обороне, вас рано или поздно вам забьют гол, рано или поздно вас ударят. Ты не можешь это делать. Поэтому Белый дом уже ничего им сказать не сказать. Да, мы не против, украинцы действуют сами. Мы ни при чем. Поэтому я думаю, что украинцы взяли такой подход израильский. Да, хорошо. Смотрите, честно признаюсь вам, в начале, когда начались эти события в Курской области, многие из нашей среды, так скажем, чеченских свободных чеченцев, думали, что все-таки это какая-то провокация со стороны России, чтобы сделать взрыв национального патриотизма в русском, в таком глубинном, так скажем, обществе российском, что смотрите, мы говорили вам, они нацисты, они зашли на нашу территорию,
но все говорили, что мы не воюем с нацистами, что мы как бы воюем на территории соседнего государства. Вот к чему мы пришли за последние 2 года. Вот видите, все равно они к нам пришли с войной, и это то, о чем мы говорили. Но исходя из последних вот событий, видим все-таки, что там присутствуют вооруженные силы Украины, и мы подозревали, ну, наши сомнения, они не оправдались. Видимо, все-таки там вооруженные силы Украины, если уже президент Украины заявляет о том, что он благодарит вооруженные силы Украины за то, что они увеличивают обменный фонд, значит, там что-то, какая-то стратегия присутствует со стороны Украины. Не чувствуете, ну, по вашему мнению, не чувствуете ли вы как бы какую-то все-таки внутреннюю вот панику в высших эшелонах власти Российской Федерации? Потому что они как бы, у них ситуация из-под контроля все-таки как-то, как бы то ни было, но все-таки выходит. Конечно, это Россия, это огромная махина, ее такими методами не победить, но все-таки, если там какая-то внутренняя вот эта вот паника, как вы думаете, все-таки они, Ну, все-таки я не знаю. автократ? Я не знаю, или там есть паника или не паника. Они же понимают, что Украина Россию там не разобьет, не боюсь, завтра в Москву они не захватят. И это такое, я не рассчитываю на какую-то панику. Надо готовиться к всему, что мы имеем дело с коварным врагом. Точно так же, как я думаю, что чеченцы не собирались захватывать Москву, захватывать всю Россию, понимаешь, что ну, это просто невозможно. Даже в людях, так как и Россия, она не может захватить всю Украину, у нее нет достаточно оккупационных войск. Точно так же, как и у Израиля. Израиль не может захватить весь арабский мир. Это совершенно мы говорим о разных составлениях сил. Но в то же время, можно, в истории были такие чеченцы, они восстали, они призывали весь мир обратить на это внимание. Мир не обратил на это внимание. Мы сегодня имеем то, что мы имеем. То же самое, как дети где-то в Варшаве подняли восстание и продержались почти 3 месяца. То есть они призывали весь мир обратить. Они что думали, что они разобьют вермахт, и вермахт сдастся им? Нет, они понимали, что их всех убьют. Что, но они призывали, чтобы мир обратил на это внимание, как и украинские воины в Донецком аэропорту. Они что думали, что тоже, что их убьют, но они призывали весь мир. Так периодически мы призываем весь мир, чтобы они обратили на это внимание. Да, обратили внимание на то, что нас убивают. А мир стоит и только говорит, ну, мы там мы озабоченность, у нас озабоченность по этому поводу. Пока уже не поздно, погибнет много людей. То, что, так что паники я не знаю, но призвание, то, что патриотизм в России из-за этого поднимется, ну, наверное, есть какое-то в этом тоже часть правды, потому что и в Японии во время нашей бомбежки Японии там поднялся такой боевой дух. Мы понимали, что они будут драться все от мала до велика. То же самое и в Германии, когда советские войска зашли на немецкую территорию, что немцы думали, мы-то пошли их освобождать там от коммунистов и жидов, а они пришли вот нас убивать, вот неблагодарные свиньи. И тоже там и дети, и старики пошли защищать Берлин, пошли защищать свою родину, свой fatherland, свое отечество. Да, конечно, это частично и это есть, но и также, с другой стороны, монеты у украинцев тоже поднимается боевой дух, когда они видят, что они зашли на российскую территорию, что они могут гнать российские войска, что они уж не такие уж сильные, как они хотят, что они тоже могут их убивать на их территории, а не только убивать украинцев на территории Украины. То есть это поднятие духа и боевого духа, что воины в Украине есть, готовы, могут, умеют воевать. И поэтому это такая-то сабля заостренная с двух концов. Это боевой дух поднимается не только там, но и в Украине. А, Но в конце концов русским надо будет как-то объяснить, что это они агрессоры, что они начали, развязали эту войну, что это и все гарантии, которые им давал Белый дом, что войны на их территории не будет, свободно идите, убивайте украинцев, а они к вам не зайдут, мы этого не позволим. Но вот провалилось эти обещания, эти договоренности. Хорошо. В дополнение к тому, что вы сказали, конечно же, мы готовы к любому ходу развития ситуации, но, по крайней мере, на сегодняшний день, исходя из того, что мы видим, мы не видим все-таки такого всплеска национального патриотизма в русском обществе.
Потому что, как мы знаем, все-таки Россия – это титульная нация, русские, и такого патриотизма по всей России, за Уралом и так далее мы не видим. Нету таких вот добровольцев, новобранцев, которые идут на фронт, Не, ну защищать свою родину. это типичная русская такая манера. Я это наблюдал много раз в России, когда там в одном соседнем дворе сносят гаражи, все вот в этом дворе бунтуют, кричат, рвут на себе тельняшки, народ призывают, а соседние дворы сидят молча. Потом переходят ломать эти же гаражи в следующий двор, теперь этот двор бунтует, а тот, который ломали, говорит, так вам и надо, нам сломали, и вам пусть сломают. А другие сидят тихо, думают, что их обойдут. Нет там такого, чтобы все вместе, все разом, все, да, это патриотический дух, который, в отличие, как раз показали украинцы, в начале войны украинцы показали такой всплеск патриотизма. И многие шли, рвались на фронт воевать. Опять же, намного с превосходящими силами. Так что нет, я не ожидаю, что будет какой-то большой патриотизм. Наверняка будет, наверняка есть люди в России, которым мозги промыли до такой степени, что они там 20-летние, 18-летние рванут, скажут, а вот они зашли на нашу территорию. Но думаю, что кроме людей, которые ну, вот в Курской этой области, с других областей не будет. Это их не касается. Это там где-то на хуторе происходит. Опять же, это показатель, когда Пригожин шел на Москву, в Соединенные Штаты Америки, господин Блинкен предупредил Украину, что никаких действий против России не принимались в этот момент, чтобы Путину дали возможность стабилизироваться и продолжать войну с Украиной. То есть это было уже явно, на чьей стороне Белый дом, на украинской или на российской. Заместо того, чтобы использовать смуту в России и ударить по ним, вот они сделали так, заняли российскую сторону. Ну и видно, что российский народ, русские, которые, куда шли Пригожины, они предпочитали иметь дело с бандитами и убийцами, чем с КГБшниками. Приветствовали их с хлебом и солью, можно так сказать. Ну, спасибо за ответ. Смотрите, как бы смоделируем ситуацию. Украина все-таки продвигается, потому что какие-то есть маршевым ходом, они идут, все-таки моторизированные части. Украинцы продвигаются вглубь Курской области. Русские хотят их заблокировать, они туда подводят технику, тяжелое вооружение, тяжелую артиллерию. Там осталось где-то, мы читали в сводках, от 60 до 90, возможно, 50 километров до Курской атомной электростанции. Если украинцы захватят эту Курскую атомную электростанцию, это будет очень большим козырем в руках украинского государства во время переговоров. Потому что если ты хочешь переговариваться с кем-то, у тебя должна быть какая-то позиция. Или позиция силы, или позиция равновесия именно в силовом варианте, или все-таки с позиции слабого ты будешь вступать в переговоры. Как мы знаем, Украине они тоже нужны переговоры. Страна ведет войну 2 года уже, люди устали. Как вы думаете, я хочу, чтобы вы поняли, Запад примет это, если украинцы захватят эту атомную электростанцию? Они согласятся с тем, что украинцы ее возьмут, как бы, вооруженным путем? Как вы думаете, по вашему мнению, это не будет считаться актом терроризма со стороны Запада? Можете отвечать. У вас тут очень много «если». Если они продвинутся, если они ее займут, и если там будут участвовать, это как в переговорах, это очень много «если». Поэтому это не имеет никакого значения. Я не знаю, продвинутся дальше украинские войска, что они смогут захватить, что они не смогут захватить. Это очень опасная и очень такая дерзкая операция, которую они проводят. Там очень много «если» можно сделать. Поэтому обсуждать то, что одна из тысячи этих «если», и как на это отреагирует Запад, нет, украинская, это не террористическая акция, это военная акция. Украинские военные в своих формах, со своими знаками обозначения, и они ведут войну против агрессора. Как это может быть считаться террористическим актом? Я не думаю. Хорошо, понятно, это ваш ответ, мы его, конечно же, принимаем, потому что для этого мы вас и приглашаем, чтобы выслушать. Один вопрос, если хотите, можете сказать, где вы, если хотите, можете пропустить. Вы сейчас на территории Украины или нет? Да, я в Украине.
Какая там ситуация? Мы знаем, что Киев бомбили. Вот вы, как вы думаете, общая ситуация? Вот, Русские еще могут наносить ракетные удары или нет? но они наносят ракетные удары постоянно, поэтому ситуация тяжелая, но никакой паники тут или никакого падения духа нет. Наоборот, многие вот обсуждают, что смотри, мы зашли на их территорию, наши войска молодцы. Многие даже удивлены, что они еще могут такое делать. Я уверен, что это собрали добровольцев. Обычно на такие миссии это добровольцы идут, осознавая опасность таких операций. Поэтому украинцы показывают свой такой дух, боевой дух. Молодцы. Еще два вопроса, и как бы мы вас оставляем в покое. Гарри, один вопрос. Смотрите, вот мы узнали, что лидером террористического движения Хамас выбран Яхья Синвар. А как мы знаем по информации, которая у нас есть, Яхья Синвар все-таки находится на территории Газы. Это один из организаторов военного крыла и является одним из организаторов и тот, кто планировал именно вот эту операцию 7 как это вот именно нападение на Израиль. Да, 7 октября. Вот этот вот человек, этим Хамас, как вы думаете, показывает ли он, но он являлся еще как бы противником переговоров со стороны Исмаила Хани. Исмаил Хани не мог переговариваться с израильтянами, пока этот человек не давал добро. А этот человек прячется в туннелях на территории Газы, как крыса. Мы будем вещи называть своими именами. Он прячется, как крыса, за мирными жителями. Этот человек, таким образом, это террористическое образование Хамас, не показывали ли они Израилю, что они будут идти до конца? Как вот ваше мнение, чисто как военного аналитика? Не, ну я считаю, что я надеюсь, что они будут идти до конца, до своего конца, пока их полностью не истребят. И Сумвар, ну сколько он может прятаться, он понимает. Я думаю, что ему все равно кирдык его прикончит. Рано или поздно его найдут и убьют. Ну, и, может быть, другие террористы не хотят занять должности главного террориста этих организаций, потому что они понимают, что израильтяне их уничтожают один за другим, и им прятаться негде. Они не смогли даже спрятаться в Иране. В Иране, где их охраняла стража исламского порядка. То есть где Израиль и где Иран. И все равно достали и там. Поэтому их достанут по-любому. И Сумвару этому заказывайте венки, ему все равно кирдык. Рано или поздно. Какую бы позицию он ни занимал, и сколько бы он ни прятался. Или, может быть, он сдохнет, как вы говорите, как крыса в этих канализационных люках. Ну что, Гарри, огромное спасибо. Мы знаем, что вы нам уделили свое драгоценное время. Мы знаем, что вы человек слова и чести. Огромная вам благодарность. Надеемся еще на наши новые встречи именно в таком формате. Мы вам, с вашего разрешения, вы нам даете свое разрешение, чтобы мы выставили на информацию. Мы вам тоже вышлем материал. Хорошо. Огромное спасибо, Гарри Табах. Заключите слово, просто вам слово, и мы закончим. Огромное. Хотим просто сказать вам, Гарри Табах, свободные чеченцы всегда будут на стороне добра. А сторона добра и воины света – это Украина, Израиль. А как говорится, и мы это скажем во всеуслышание, подождите, вы должны это услышать, потому что это очень важно для нас, чтобы люди слышали это. Ам Исраиль хай, пускай Израиль живет, Израиль имеет право на свое существование, никто не сможет посягать на жизни израильтян, а также евреев, где бы они ни были. И Украина должна победить силы тьмы, а это Россия на сегодняшний день. Огромное вам спасибо, Гарри Табак. До новых встреч. Все будет, Ичкерия. Все будет хорошо. До новых встреч. Точно, есть. Хоми махвай, баркал дерес хуль, парвай вай хашвар, Америкер, махвай вошвала, жипи, шехилар цани, вай цани, хамял дерсу, баркал дерес хуль, вай хашина, ше дук ханят, чудах мобилиш, прит хаминуата, ша хамял дерну, хучеве нерцуна, ох, баркал ол, мундяча, ицахеш вай ищац, вай нохчи олман, бокдек дадовзит низ, ше цану цани, нисуан цани, бокдек хастек мюлагдул, цану бюрал мюлагдул,
Ака воймаха ара нохчикам аспяту нохчикам хизошту массу ар озгас шкила дело от Украине чукышту диа чукышту бусал динцани лозадяш сия чукышту бусал динцани лозадяш воймаха ар Украине болтвам Россия украинцдяш болтвама вой нохчиквам бац хюлил дац вой нохчицани аурцу герт рулка дац Украина мерш почалкаю газ Kielon sani jamart plot sani центре пят и на хизу шмутан лежина. Инзели гордуни мелду бержен мухаджиш олкой инс арба дуаштуис новчимат аче бойдлиш и украинчку войсен. Тундела вая бодек диц тилец гордукду бодек диц дюч вачах доход. Тундела хаквай хашна баркал эрдуй شيقيتم ثاني وي ديندل خطة جوات لترو إذا شو جوزن شو مدرديش شو أوش لو هم ثاني تعتيدن بيشاني شا مدرد تشو شا مدرد تشوش شو ده وين يوش شو يسمو تت ثاني وي جرجلو ليلو ردو وندي أشوف وي قومنا هرغو دنيا شوها دول هما دوزي تشبيه وي كام بيتر داتس وين مخار أزغاس في بانو تي إخاتو تي يوجن وي قومنا غيرتشا وي كام كيلا بيرلن عاسبا لا تشتو بوكو yakın bu okela yakın harcıte yakın harçlık nistu boşa ve kam hizuşlu tüm dela ve bu düşürdü dal mutlak şu taşı koyacağım dal mutlak bu okudun eşe ve nokçi delen sani dal mutlak ve arbo Allah harcı üç Allah dinçte üç İslami paçal şey her meldol her İslamski ummi eşadolum adaditna ve beş nokçi humanta nokçi koman nokçelintya Mal, cenel, hartsoet, iets realiter, niets want ja. Of doen je het dolkanisch zijn, wij admali zijn, niets want zijn, wij gergel dalili zijn, shadik dik geduschen, daar kan je het kweel, daar niets want ja, want ja, nog te gaan, mersje door sport doorlil. Adik je als je maar zijn, dok mars al duschen, adik je mars als je shadish.